С доставкой на дом. Более 70 семей сегодня получили семена картофеля для посадки в своих огородах. Как известно, в период карантина многие жители региона остаются дома, потому и времени свободного в достатке. А чтобы его провели еще и с пользой, и было принято такое решение. В семье Маки Газдиевой 9 детей живут на зарплату мужа в 12 тысяч. Участок свой она заранее вскопала, а вот купить семена возможности не было. Есть возможность, 12 500 мадат. Долго Семена сегодня получила и общественник села Хава Абадиева. Здесь уже все знают о ее пристрастии к огороду. У нее уже высажены лук, чеснок, зелень, малина и прочее. Такому неожиданному подарку она очень рада. Хозяйским глазом тут же начала отбирать семена. Картофель, он хороший посадочный материал, но надо будет несколько дней переждать. Я ее, конечно, переберу обязательно. Так что более крупную отдельно для посадки, более мелкую отдельно. Конечно, эти дни надо с пользой проводить, но не будешь же ты целый день у телевизора лежать, правда ведь? Есть, наверное, люди, которые больше и меня нуждаются, но тем не менее мне тоже его надо было уже покупать. Ждала, думаю, зарплату получу, и рынки сейчас закрытые. Посадочный материал мне очень нужен был. Как известно, в повседневной суете многие забросили свои огороды. Но сейчас, в период самоизоляции, самое время взяться за лопаты и посадить овощи. Большую часть семян выгружают здесь, во дворе администрации Карабулака. А уже оттуда его сотрудники будут развозить их по домам. Мака Ажигова работает в ФОКе города. Из-за пандемии ей приходится сидеть дома с маленькими внуками. Участок у нее небольшой, но, по словам Маки, его хватит, чтобы посадить картофель. Карантин, время больше, я наоборот сейчас больше посажу картошки. И дома детям будет, и нам будет. На базар не выходила. Рядом магазин пойду, мука есть, принесли, сахар есть, чай принесли, макарон, что надо, все принесли. А вот Фатима Хамхоева не так давно сломала ногу. Женщина вынуждена сидеть дома. Соответственно, нет ни работы, ни денег. Огород она успела вскопать с первыми лучами весеннего солнца. Но вот засеять его так и не получилось. Да иц выхваш там танц карантин да я на хаyin да хайичм да анютс чуагук дитста да дах сунум дис на хагат сун чуагук да багдыр бакхалис да садолч. И таких малоимущих семей в Карабулаке с десяток. Каждому поадресно оказывается различная помощь. Именно у списка Тархарби, нужда с квартал да иншул да до грязку должна быть. Там карантина цауба уже болба, дух стройка это болба, кажем биханс, мысно царь свободное время дух дехандач, и поэтому сейчас без хажиж вахкаж квартал да юж хаж холочи именно хаж квартал делараха чох сады цунаха. Далшимяля долт саляца чун ярдагди хачина. В сельском поселении Плиева такую помощь получил и Абукар Даурбеков. Мужчина в период карантина выходит разве что в аптеку и ближайший магазин. Теперь он точно знает, чем займется в следующие дни. Благо, огород уже полностью подготовлен к посадке картофеля. Для людей, которые дома сидят, которые без помощи никак не могут выйти дома. Так, карантин у нас, как карантин здесь запрещено ходить здесь по городу. Даже редкий случай, только в магазине позволяет выйти. Семена красного картофеля сорта Рокко выкупили у одного из фермера. 150 сетчатых мешков семян смогли получить все семьи, у которых не было материальной возможности их приобрести. Как известно, в период пандемии, когда некоторые люди остались без заработка, такая помощь точно не будет лишней, считает председатель АКО республики. Арвен из второй юатжи нах бонда загр ну волна хабан хаица жна хабилчон карбулаки троицки плангерти цакаертурхун хаби хабро сар хабинр сенс пятагор сигичуны я гожо мотикун хаяя вах тар нах эту хабари хадае илниту шада дакер
Такая поддержка позволит людям прокормить свои семьи экологически чистым продуктом, а если они решат реализовать свой товар, это станет для них дополнительным заработком. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24.